Всех приветствую! Давно у нас не было видео на этом канале. Сегодня я хочу рассказать о себе. Кто я, почему я преподаю русский язык, что значит вообще джешлайма и так далее и тому подобное. Дам вам полную информацию. Так, во-первых, если говорить о себе, я родилась в обычной кыргызской семье и ходила в школу, самую обычную кыргызскую школу. То есть это я к тому, что нет такого, что школу битып, и с русским нету проблем, никогда не было с русским языком. И мен алейхап орыс тілінен сабақ беремін деп қалған жоқпын. Я вот все стадии, которые вы проходите, допустим, түсінемін бірақ жауап бере алмаймын, ойымды толық жеткіре алмаймын, тартынамын, орысша кенен кесір сөйлеше алмаймын, қысқа нұсқа ғана жауап берішім мүмкін деген вот эти стадии я вот сама проходила лично, понимаете? Поэтому я говорю, если сделаешь вот так, я даю четкие шаги, да, вот прям, сделаешь вот так, и у тебя получится, и у тебя будет результат. Я это говорю, потому что у меня так было, я через это проходила. Это не потому, что я где-то в книжке прочитала, что так было, и поэтому я даю вот так было. Нет, дело в другом. Я через все это проходила сама, поэтому я могу с уверенностью говорить, вот это работает, а вот это не работает. Да? И по профессии, по образованию я преподаватель русского языка и литературы. Я преподавала в разных школах Бишкека, я работала в лицее, я работала в гимназии 68-й. И я скажу вот что, вот именно этот курс джешлайма, пришла вот эта идея мне очень давно, когда я тогда уже работала в образовательном центре. В языковом центре я там преподавала русский язык. И мы работали, график был такой, с 9 до 6, иногда до 5 было. Вот так мы работали. И ко мне приходили люди, которые говорили, вот студенты или работающие, говорили, допустим, я ухожу с работы только в 6, да? Или только в 8 иногда говорили. Можно вечером обучаться. А у нас нельзя было, это был обычный образовательный центр, который ночью не придешь, там закрыто просто. И некоторые говорили, а можно рано утром в 7 утра, допустим, я хочу до работы на уроке участвовать, потом на работу идти. И, конечно же, не было такой возможности. А кто-то говорил, можно по выходным учиться, да, вот такие запросы были. В то время, я говорю в то время, это, наверное, 2015-17 годы, да, не было такого, что онлайн-образование такое бум, да, онлайн-образование никто и не верил. Мы говорили, что это где-то в Америке, да, онлайн. У нас это не работает. Вот так и ходили. Потом я подумала, есть люди, у которых есть желание, они хотят учиться, прям, они вот стремятся, но у них нет возможности или времени. Я начала думать, допустим, я начала изучать эту тему, я начала изучать эту сферу именно онлайн-образования, онлайн-обучения. Я вот, допустим, я не совру, прям, қалпайтқан болбойм, я была, наверное, одна из первых, которые именно онлайн-образование, да, именно афишировать это, но просто дело было в том, что меня никто не знал. У меня было где-то 20 подписчиков. Если вот мой инстаграм вниз пойти, там какой-то год, я говорю онлайн обучение, и у меня там 3 лайка. Вот, потому что никто не знал, но я сама в себе не верила тогда, получится, не получится. Я просто пробовала. И я начала планировать, и через какое-то время начала собирать информацию, снимать уроки. И сначала у меня не было готовых уроков, я просто каждый урок вот так объясняла. Вот так сидела, у меня была маленькая такая доска, и вот так сидела, вот так объясняла. У меня был один-единственный студент, его звали Джахшылык. Смотрите, какое красивое имя, да? Вот. Я не знаю, где он сейчас, но все же. И у меня был всего лишь один студент в течение 6 месяцев. 6 ай бойы бір студент вот этот Джахшылыкты оқытып жүрдім. Тогда оплата тоже была, наверное, минимальная была оплата. Я видела, я учила его, училась у него, и я смотрела, я тестировала, вот так работает, не работает, вот так получится, не получится. И мы вместе, он достиг какого-то результата, не прям такой вау-эффекта, чтобы он прям начал говорить на русском, такого вот этого не было. Но результат все-таки был. И я начала думать, оказывается, в принципе, можно, надо вот так. И я начала готовые уроки снимать, потому что это, оказывается, очень сильно экономит время. Например, я вот проходила, вот так, объясняла на доске, а если ему вдруг позвонят, или мне позвонят, урок срывался. Я забывала, где я была, я забывала, что я говорила, а что я еще не сказала, да.
А так готовые уроки, они были по стандарту, да, то есть и человек смотрит этот урок, а потом на вот это в живом уроке, когда мы проходили вот это, мы как бы это закрепляем, мы выполняем задания, и у меня начало получаться. Я начала загружать YouTube, я начала загружать, опять же, один из моих студентов, которые тоже, по-моему, то ли в Иркутске она жила, она говорила, а почему бы вам не снимать видео для YouTube, рассказывать, да, допустим, какие-то методы, которые вы мне говорите, я думаю, почему бы нет? Вот эта идея пришла ей, я об этом даже не думала, что можно снимать на YouTube. А потом я начала снимать YouTube. Это было ужасно, ужасно. Я все первые видео уже удалила, потому что они ужасные, там звук ужасный. Я вот так сижу, прям боюсь даже камеры. И через какое-то время люди начали смотреть, потому что это было людям интересно, это людям было полезно. Люди начали смотреть. И у меня был еще один студент, ну, вы понимаете, что студентов стало чуть больше одного, но там было максимум 3, да, максимум 3 студента, максимум 2, да. И они начали прям студентам, мне помогали, мои же студенты. И один из них предложил, говорит, у вас, оказывается, больше 1000 уже подписчиков, давайте монетизацию включим вам. Я говорю, что это такое? И пошло-поехало, я начала изучать это. Он взял у меня адрес почты, остальное он сказал, я вам включу монетизацию. И это было супер. И я начала еще больше загружать. Он еще помогал мне, рекламировал меня. И подписчиков стало больше, люди начали смотреть. Было очень хороших комментариев, говорили, вот прям помогать, спасибо, та-та-та. Были очень много плохих комментариев. Говорили, зачем ты вообще, Орстелин Гиригидёв, Кыргызча үйрет. Ну там, по классике. Допустим, если я работаю уже именно, я как учительница работаю уже, наверное, 9 лет, да, или 10-й год, наверное. А как именно Джашлалма, вот, своя онлайн-школа именно русского языка, это уже 5-й год работает. За 5 лет я сняла кучу уроков. Первые уроки были у меня такая крошечная, вот прям доска была, я вот так снимала в обычной, по-моему, Redmi у меня было. Снимала вот так стирала. Потом я начала еще это экономить время, допустим, когда я стираю доску или пишу, сначала записываю все темы, вот я так экономила, потом только включаю камеру. Я раньше делала так, я включила камеру и вот так пишу, объясняю, да, как в школе. А потом я начала еще, потом я включила монтаж. Монтажировать я научилась тоже именно ради этого. А последние свои уроки я дала именно монтажеру, это уже более такой лучший. А до этого я сама монтажировала, но получалось. Это самое главное, что именно омурткасы или скелеты прям было хорошее, прям начало, потому что я это делала сама от души, прям делала. Я знала, что вот так работает, а вот так не работает. Потому что я училась в обычной кыргызской школе, прям самой обычной кыргызской школе, и я русский язык знала как, и по фильмам, да, я могла фильмы смотреть, могла чуть-чуть понимать, чуть-чуть не понимать, да. Я смотрела разные передачи, у нас дома были старые газеты, старые книги, по которым я читала, я половину, может, не понимала, но большинство я не понимала. Я потом поступила в университет. Первый курс был прям адски сложно, мне было очень сложно, потому что, казалось, все вокруг говорят свободно на русском, а я нет, да. И отвечать на парах, это было прям ужасное испытание, потому что я не могла произнести одно слово, допустим, да, у меня был сильный акцент, я не могла произнести одно слово, или не смогла, или по-другому отвечала, или окончание неправильно произносила, и дикий хохот, все смеялись. Но мы, кыргызы, мы вот так поддерживаем друг друга, да. Все смеялись, мне было очень стыдно, и мне казалось, все знают русский язык, кроме меня. И у меня вот. И первый курс я кое-как закончила, кое-как, прям еле-еле с 4. Ну, я хотела красный получить, а смотря на оценки моего первого курса, в допустимости можно было за 5 лет только 3 четверки, по-моему, да, в зачете можно всего лишь 3 четверки. Это разрешено было, только с 3 четверками можно было получить красный диплом. А у меня на первом курсе уже были 3 четверки. Уже 3 четверки были. Я после мая, после сессии, я уехала домой в село, и я начала прям залпом читать книги на русском. Ну, нам на лето еще давали книги для чтения, задания давали. Я зашла в свою нашу местную библиотеку, там, то есть
И я там оказалось, там очень много хороших книг, которые я в школе даже не замечала. Я даже не знала, что у нас там где-то в библиотеке есть. Я начала читать книги, сначала не понимала, злилась, потом опять читала, со словарем читала, мучилась, читала. Благо, вот прям лето было прям самое длинное, самое, там было без интернета, без ТикТока, поэтому смогла столько книг прочитать. Я весь список, который нам дали на лето, я прочитала, плюс включительно пару книг, по-моему, прям по своему желанию еще прочитала. И в сентябре, через 3 месяца, я возвращаюсь в университет. Я знала, что я прочитала книгу, я думала, я молодец, я прочитала книгу, но я не знала, какое это влияние дало именно мою речь, как моя речь изменилась. А оказывается, очень изменилась. Книги очень даже помогают. Я сама этого сначала не заметила. Опять второй курс, начало, вот эта суета, и начинается пара уже, вошли вот этот режим, и опять задания, опять лекции, пошло, и мне нужно было отвечать то ли по психологии, то ли, я, не знаю, я уже даже не помню, но по какому-то предмету мне нужно было выйти к доске и рассказать о чем-то, да, какую-нибудь тему. И я вышла, потому что я подготовилась, я всегда готовая приходила на пары, потому что я была э, хорошая студентка, это, отличница, ну, я так себя считала, по крайней мере. И получается, я вот помню это ощущение, когда я раньше говорила на русском, у меня в голове был такой вот конфликт, как будто у меня в голове все разговаривают, все паникуют, все куда-то бегут, вот эти маленькие людишки, говорят, какое слово теперь сказать, а если это неправильно, а что теперь делать, а если все заметят, что я неправильно сказала, у меня было в голове такой диалог, прям все, как будто много людей разговаривали, все ругались, говорили, а это неправильно, а что если. Ну, до этого было у меня вот так, я вот так представляла. Я начала отвечать, помню, я начала рассказывать тему, мне было так легко, и в голове вот здесь у меня была тишина. Самое я вот прям заметила, не было вот столько слов, которые, а что если не так, а что если засмеют, а что если вот он заметит, а если она заметит, да, в голове. Вот шум вот этот просто куда-то ушел, я просто, в голове была именно только тема, к которой я готовилась вечером. Я просто начала рассказывать, вспоминала, что я прочитала, и рассказала. Мне сказали, ну, молодец, садись. Я такая сажусь, думаю, вау, да, типа, так можно было, да? Ну, конечно, это было не идеал, конечно. Мне нужно... За лето я прочитала очень много книг, словарный запас резко увеличился, потому что это было реально много книг, по-моему, 15 книг было, если я не ошибаюсь. Но там были и маленькие книги, конечно, но все же. Словарный запас резко увеличился, и от того, что я читала грамотную, правильную речь, мой мозг автоматически начал правильно все это по местам ставить. И, ну, это я потом анализировала. Потом за остальные годы я не получала четверки, и я смогла все-таки получить свой красный диплом, о котором я мечтала. Это, за вот этот период в универе я изучала грамматику. Грамматика сама по себе нужна, потому что грамматика дает уверенность. Если до грамматики у меня было сомнение, а если окончание вот так, а если вдруг вот так, да, после грамматики, я знаю, что это вот так, и поэтому я уверенно говорю. И вот этот принцип, вот этот весь опыт, который я получила в университете, потом еще нас на практику отправляли, где мы мучились, позже чуть ли не плакали. Весь свой опыт я начала вот потихонечку, я сама сначала не осознавала, что я не думала, вот, ой, классный у меня опыт, потом я вот сделаю вот так. Нет, я просто училась, спотыкалась, мне было трудно, я училась, потом после 5 курса или на 5 курсе, по-моему, я устроилась работать в образовательный центр Anytime, это название было сейчас, это образовательный центр, по-моему, даже нет. И я там начала преподавать русский язык, мне дали какую-то книгу, сказали, вот, книга, вот, дети, иди. Сначала мне детей давали, маленьких детей, и я начала учить их тогда-сё, но с детьми попроще, потому что у них психология еще не до такой степени, чтобы они могли анализировать, они берут, что ты даешь. Потом через какое-то время мне начали доверять и давать взрослых людей давать, и они начали задавать вопросы. Задавать вопросы в том смысле, что а это точно надо? А это вот прям зачем мне вот это? Я начала задавать сама себе вопрос. А зачем им? Они же просто хотят научиться разговаривать. Зачем им вся грамматика русского языка? Да, вот, зачем вся?
Они не собираются писать книги или выступать с докладом, они могут просто хотят общаться на русском, на работе, чтобы вот этого не было. Я начала вот немножко улучшать программу, говорила, я начала говорить, можно мы вот это уберем, а вот это добавим. И они приветствовали, говорили, давай делай, что хочешь, да, вот, в принципе, это твоя работа, делай, что хочешь. Я начала там все менять. У меня студентов стало больше, они, допустим, пошло сарафанное радио, да, допустим, вот в этом курсе хорошо, оказывается, преподают русский язык, кто-то кому-то говорил, люди начали приходить, у меня было очень много студентов, я этим очень-очень-очень-очень даже гордилась, прям гордилась. Потом мне начали приходить именно иностранцы, там, турки и вот эти китайцы. Им было сложнее, потому что с ними надо было начинать прям с нуля. А наши кыргызы, мы даже если мы говорим, ой, не знаю дегеннің бары деле, знает, просто неуверенность или стеснение. Потому что, допустим, телевизор, да, вот, допустим, я думаю, где-то 60-70% каналов на русском, допустим, да, вот я так думаю. Включаешь радио, сразу русские песни можно услышать. Включаешь телевизор, это на русском, много передач, много фильмов. И я думаю, от этого нам легче изучать русский язык. Я это говорю к тому, что я это слишком уже долгое прям получилось видео. Я это к тому, что да, я изучала русский язык в университете 5 лет в очной основе. Я каждый день прям ходила в универ, изучала, учила. И у меня красный диплом. И я преподавала русский язык как языковой предмет в школах и в лицеях. И у меня есть свой онлайн-курс, пока что онлайн. Вирус, а может быть, в скором времени сделаем и офлайн. У меня есть онлайн-курс русского языка, где я изучаю разговорному русскому языку. Мы не изучаем всю грамматику, мы изучаем ту часть грамматики, которая необходима для разговорного общения. И все. На этом, на этом завершаем. Наверное, я все рассказала. Всем пока.